представить таким образом, чтобы мы точно знали, где оно возникло, как оно появилось у татар и каким образом оно сейчас развивается, мы это видим. Вот, перспективы тоже мы знаем, я здесь практически не показываю современные образцы, потому что в предыдущей лекции у меня были и современные образцы, а здесь мы остановимся именно вот на самой сущности этой технологии и что в ней уникального и ценного. Вообще ко мне очень много вопросов поступает о том, что вот мы запатентовали эту технику. Вообще действительно республика – это уникальная техника, она не встречается у других народов, и встречается она не как казанский шов. Вы знаете, сейчас очень набил даже оскомину, везде казанский шов. И фильмы сняли о казанском шве, и пишут все о казанском шве. А на самом деле казанский шов – это только часть технологии кожаной мозаики. И получилась такая дезориентация людей о том, что казанский шов – это уникальное оригинальное явление. На самом деле оригинальным и уникальным является татарская кожаная мозаика. А казанский шов – это одна из стадий вот, технологического процесса этой кожаной мозаики. Поэтому патент у нас есть на узорную обувь. Ее получила ООО «Сахтиан». То есть мы как бы уже зафиксировали, что вот эта кожаная мозаика с этим швом, она принадлежит нашей республике. Теперь у нас сейчас делается такой реестр объектов нематериального этнокультурного наследия. Это федеральный проект, и в этом проекте каждая республика представляет оригинальные, уникальные технологии. И для того, чтобы вот в этот проект войти, нужно представить какую-то оригинальную технологию, которая не встречается у других народов. Ну, естественно, вот мы взяли, до меня они начали работу, и взяли эту статью как «Казанский шов». Ну, естественно, так получилось, что эта статья не получила одобрения, и пришлось пересмотреть вот эту концепцию, что не казанский шов оригинально уникальный, а именно искусство кожаной мозаики. Здесь вот я как раз представила образцы. Мы видим, что семья могла носить все, ходили в расшитых узорных ичигах. Остановлюсь все же на технологии. Дело в том, что вот вся тайна этого кожаной мозаики у нас заключается в этой технологии. Ни у одного народа нет кожаной мозаики. Вот только у татар она сохранилась. Нету. Это вызывает, конечно, некоторые споры. Мы ищем, где, почему у татар только. Вот. И в чем она заключается? У многих народов существует искусство аппликации, когда берут кусочки кожи, накладывают друг на друга и пришивают к основе. Да? А здесь оригинально придумали так, что на коже вырезают из кусочков лекал. Сначала, давайте в процесс расскажу. Сначала, значит, складывают разноцветные куски кожи в количестве от того, сколько сапог хотят получить пар. Допустим, 4 цвета. 4 цвета кожи складывают в стопку. Значит, делают лекала, потом эти лекала с узорами накладывают на эту основу, их обрисовывают, потом вырезают ножом. Мастер, вот так приложив к подбородку нож, вырезает эти узоры. К сожалению, вот тот образец, который я показываю, это не древний, это современный образец на Арской фабрике еще был создан. А здесь вот тоже мастер Арской фабрики. Это фото 70-х годов. Показано, как он на фабрике вот вырезал эти кусочки кожи. Затем, когда он эти куски кожи распределяет между собой разного цвета, он сочетает уже разные цвета, вот эти 4 цвета, у него получается по 2 пары сапог разных цветов. Да? Понимаете, да, как он кусочки одного цвета накладывает на кусочки другого. И вот таким образом получается 4 пары сапог. Интересно, что
вот эти эскизы узоров обычно делали, вообще кожную мозаику делали коллективно. Вот первые стадии процесса делали мужчины. Художник, закройщик был мужчина. Он распределял вот эти узоры. Это ему доставалось уже потомственная, это была традиция. Резчики по коже и вообще мастера сапожных дел, все это передавалось по наследству. И он эти узоры сам распределял по голенищу сапога, передок и задник, да, сапога. Он все эти узоры сам раскладывал композиционно, вырезал их и затем передавал уже вышивальщицам. Складывал, значит, это все кусочки кожи вместе и передавал вышивальщице. Вышивальщицы, они уже начинали эти кусочки кожи складывать и вышивать. То есть вот у нас уже получается это казанский, так называемый казанский. Ну, казанский тоже непонятно, почему казанский. Шов, потому что в основном этот шов исполняли в районах Заказания. И промысел этот развился именно в Заказании, в селах Заказания, в татарских деревнях Заказания. Вот, и, значит, уже тогда начинали мастерицы вышивать. Причем это была не просто вышивка, это было и сшивание, и вышивание одновременно. Ну, вот здесь показано, как тапочку тоже разрезают узор на чуваке. Вот. Это фото 20-х годов, когда были артели по изготовлению вот этой кожаной мозаичной обуви. И вы видите, как мастерицы их расшивали и вышивали. То есть они соединяли, вернее, точали. Это тачка или сшивка и расшивка, то есть двойной процесс. Заключался в том, что были вот такие специальные станочки, приспособления. Вот здесь мы их видим на коленях. Сейчас уже они напольные. Их придумали так, чтобы женщине было удобнее вышивать и шить. Напольно мы это увидим. И вот таким образом натягивали вот эти кусочки вот на этот станок, привязывали его и расшивали. Сначала шилом проделывали дырочки близко, прям к краю. Затем пропускали это шило, лицевой стороной все это делалось. Шило пропускали, там были две иголочки к шилу приделаны. В одну они нитку пропускали точную, а другую уже вышивальную нить. То есть сначала точали, а потом уже сверху вышивальную нить. И потом их затягивали. И получался такой шов, он и шов сшивающий, и он как бы звучит и как вышивка. Вот здесь тоже плохо видно, правда? Вот здесь мы видим вот эти кусочки кожи, вот этими ремнями, значит, пристегивали, перевязывали, и вот этим шилом, видите, сначала шилом прошивали, и потом в отверстие через шило пропускали иглой, и иглой. Сейчас по-разному меняется. Раньше было, вместо шила использовали щетину кабанью, причем кабана брали, щетину кабана, именно в определенный период времени года. Эта щетина должна была быть жесткая. И вот этой щетиной вместо шила и протыкали вот эту кожу. Но кожа была мягкая, но ее намачивали, естественно. Вообще татары, они славились еще с булгарских времен тем, что выделывали мягкую кожу, софьян, юфть. И эту мягкую кожу они вот обрабатывали, затем ее для обуви, применяли для обуви. Ну, вы знаете, что эту мягкую кожу в Казахстане до сих пор называют булгари. Значит, вот у них магазины кожаные называются булгари. То есть это вот само слово уже говорит о том, что эти булгарские истоки, они сохранились и до наших дней. У венгров тоже есть, богари называются, у якутов булгари. То есть вот это слово, даже сама вот эта мягкой выделки кожи, она носила имя болгар. Вот здесь мы тоже видим исполнение этого шва. Да, вот сейчас такой напольный станок используется, уже сидя. Женщина может сидеть и расшивать, да? А раньше даже вырезано, красиво оформленное, резьбой по дереву, трехгранно-выемчатой резьбой, орнаментированный. То есть вот этот станок, как бы он
также был украшен и доставлял радость при исполнении этого труда. Но это вот уже тоже современный станок. Здесь мы видим образцы. Но потом женщины, когда расшивали, собирали все это в одну композицию сапога, значит, затем его опять растягивали, прибивали гвоздиками маленькими, это все растягивалось неделю или две, все это растянуто, и потом поступало к сапожникам, они уже шили сапоги, делали, значит, подошву, вот. И таким образом в дальнейшем, вот здесь мы тоже видим сапожника, вот у него здесь сколько сапог висит, он тоже натягивал вот этот сапожок после того, как уже и подошва у него была, и, в принципе, он, значит, его готовил тоже несколько дней для того, чтобы уже можно было этот сапог пускать в дело. Теперь, значит, у нас, когда мы снимали этот фильм «Казанский шов», и он очень сильно разошелся по всяким весям и городам, стали обнаруживать, что, оказывается, у марокканцев есть такие туфли, нюли называются, где тоже использован этот шов. Но вы сейчас, вы увидите разницу между этой обувью и этим шитьем, и между казанской узорной кожей, нашей узорной кожей. Во-первых, здесь что? Уникальной является кожаная мозаика, как я уже говорила, да? Здесь мозаики нет. Нет вообще самой технологии мозаики. И вот этот шов, он не сшивает какие-то кусочки кожи, а он просто декорирует поверхность обуви, да? И он декорирует эту поверхность именно вот таким швом, при котором вот делаются вокруг вот этой иголки, нить проворачивается несколько раз. И вот здесь проворотка этих нитей, она намного больше. Если вот в татарской кожаной мозаике там 3, в зависимости, конечно, от толщины нити, какая была нить толщиной, 3, 4, 5, 6 может быть, то здесь гораздо больше, и нити гораздо толще. Вы видите, как этот шов, он является чисто таким декоративным и не несет функциональную нагрузку. Если такой шов, и не только про швы речь идет, если какая-то технология не имеет функциональное назначение, то есть она возникает просто как декоративная, да, значит, это заимствованное. То есть для чего вот это нужно было? В кожаной мозаике понятно, сшивали куски кожи, сшивали и расшивали, да? А здесь для чего вот это? То есть можно было бы использовать другую технологию вышивки, золотное шитье или обычную вот гладь даже, да? Но это возникает такое мнение и ощущение, и, вернее, убеждение даже, что, в принципе, это, видимо, технология все же заимствованная. Когда она была заимствована, мы не можем сказать, потому что это очень сложно сказать. Единственное, можно предполагать, что Марокко и Египет, они имели тесные связи между собой, а Египет имел тесные связи с Золотой Ордой. Когда мамлюкский период, вы знаете, да, про этот период, когда, значит, правили мамлюки, это были кипчаки, как пишут, но, тем не менее, это были потом уже как бы татары, они, как кипчаки, вошли в татарское государство, Золотую Орду, то установились очень тесные связи между Египтом и Золотой Ордой. Возможно, это произошло в тот период, когда вот эти взаимоотношения были очень тесно установлены. По крайней мере, у нас очень много объектов архитектуры, где мы видим влияние мамлюкского Египта. Вот в Черной палате, в Малом минарете вот эти треугольные мамлюкские срезы, в усыпальницах. Это как раз влияние мамлюкской архитектуры на архитектуру болгар. А здесь возможно, что все же мы не можем сказать, что поскольку шов не функционален, что вряд ли
этот шов появился от марокканских мастеров. Скорее всего, наоборот, потому что здесь нет функциональности. Но, к сожалению, у нас нет образцов золотоордынских сапог, золотоордынской обуви, которую еще стоит искать и найти. Дело в том, что кожа, она очень плохо сохраняется в земле, и поэтому образцы кожи практически не сохраняются. Но сохранились болгарской кожи, у нас есть. Значит, золотоордынской кожи не было таких исследований об этом даже. Просто были кожевенные мастерские. А как обувь декорировалась, декорированная обувь золотоордынского периода, у нас нет ярких образцов этого. Казанское ханство, сейчас я покажу. Вот это они современную обувь сейчас делают. Как они используют шов, посмотрите. Это чисто как бы декоративный элемент, да, на обуви. То есть он никак не связан с тем, что он должен что-то сшивать. Он просто является декорацией. Так, теперь вот здесь тоже у нас, вы знаете, я в интернете нашла такого блогера Чулпан Хисматова. Она живет в Соединенных Штатах Америки, сама родом отсюда, и она интересуется, занялась как раз изучением кожаной мозаики. И у нее сайт есть, где она собирает образцы кожаной мозаики везде по миру. Благо, что она живет в Штатах, и у нее есть возможность собрать коллекции всех музеев. Она рассмотрела все коллекции музеев, и там нашла много образцов нашей кожаной мозаики. Причем даже как индейские мокасины, там в одном месте их продавали на аукционе, как индейские мокасины. Я вам покажу. Вот посмотрите, как на сапогах используется этот шов, да? Опять-таки мы что видим? Что шов не сшивает ничего, он просто задник, голенище, да? Задник вот здесь подчеркивает, и вот здесь, конечно, он сшивает, да, вот в этом месте. Происходит передняя часть с голенищем, сшивается. Но он одноцветный и такой очень крупный. Вот мы видим нашу кожаную мозаику. Значит, все эти кусочки кожи, они сшиваются швом этим. И шов, причем разноцветный, да, может быть. Таких примеров много. И всегда вот такая композиция. Здесь голенище завершается вот таким ободком всегда. На заднике всегда у нас обязательно узор. Причем, значит, шов идет и сзади, может, и спереди. Раньше еще более старинные сапоги. Только в одном месте был шов, в задней части. А в переднем мы видим, как здесь вот тоже, как бы сапоги очень часто думали, что они бесшовные, потому что вот эти узоры, которые собирались, они как бы не требовали того, чтобы шов был у сапога. Он как бы уходил вот между этих узоров, вот как здесь, да, мы видим на передке. Так, вот здесь тоже мы, значит, видим уже старинный сапог из кожаной мозаики с этим швом. Причем это сапог начала 19 века из частной коллекции. Вот. И здесь интересно, как используются, какие цвета, во-первых, используются. Приближенные, да, мы видим гармоничные оттенки, разные цвета, разный шов используется, разноцветный, но в основном здесь мы видим в таких контрастных сочетаниях. Здесь вот шов идет однотонный, переходит в красный, из светло-зеленого переходит в красный. И вот эти все обрамления, вот этих узоров, каждый шов, каждое обрамление, оно по цвету соответствует вот тем цветам, которые здесь есть. И понимаете, получается, что здесь в украшении этих сапог мы не видим, во-первых, олиповатости, да, ну, во-первых, красители, конечно, все натурально используются, тогда использовались, но здесь иногда можно сосчитать до 10 цветов использования, 8-10 цветов, расцветок разных. И это говорит о том, насколько вот кожаная мозаика богаче и насколько она оригинальна, если мы будем сравнивать
обувь вот эту марокканскую, да, и нашу. То есть это совершенно другое искусство, да, и, в принципе, в этом его оригинальность и уникальность. Ну вот здесь я собрала как раз разные типы сапог именно по времени. Вообще это искусство развивалось по времени, и оно эволюционировало от одних орнаментальных узоров, мотивов, да, и от декора к другим. Вот самые древние образцы это вот эти. Это уже где-то 18-19 века, это уже 20 век. Видите, какая идет трансформация.